Здравствуй, уважаемый зритель! Вы на канале Таро Кошкин дом. Сегодня будем смотреть Таро-прогноз для знака зодиака Водолеи. Напоминаю, что прогноз общий. Период будем смотреть май 2020 года. В работе у нас 3 колоды. Первая колода покажет главные события этого месяца, этого периода. Вторая – личная жизнь. На третьей колоде смотрим работу и финансы. Итак, колоды уже готовы. Будем выкладывать. Май месяц 2020 года. Так, личная жизнь. Здесь у нас будет 3 позиции. Для людей, которые в данный период одиноки, для тех, кто в браке, и для тех, кто в паре, но не в официальном браке. Так, работа для водолеев. Так, первая позиция для тех, кто ищет работу. Вторая, кто работает. Какой фон на работе и что там происходит. Так, и третья позиция для бизнеса или самозанятых. Ну, последняя позиция – финансы. Для знака Водолея. Итак, открываем. Так, ну у кого-то здесь такая ситуация, что вам нужно определиться, сделать какой-то выбор. Может быть, касательно личных отношений. У кого-то будет по работе какой-то момент, нужно будет принимать какое-то решение, взвешивать все за и против. В семье, возможно, произошли какие-то события, и нужно принять решение, чтобы, знаете, вот не просто решение, а чтобы сохранить какой-то баланс, возможно, в отношениях. Ну вот здесь рассматривайте каждую свою ситуацию. В любом случае вам нужно будет делать выбор, что-то предпринимать. И сложно вам, конечно, придется. Будете думать, как же решить, что же предпринять. В итоге, знаете, как-то внезапно получите ответ. У кого-то будет такая ситуация, что где-то в какой-то компании, в группе людей, может быть, даже в транспорте вы услышите ответ на свой вопрос. Знаете, так неожиданно, как озарение. Да, вот нужно сделать именно так. Вот сразу ассоциация сложится, и вы поймете, что нужно сделать именно так. Может, даже прочитаете какую-то книгу, какую-то афишу, какой-то баннер где-то будет висеть. Вот вы знаете, увидите в этом решение вашего вопроса. В общем, вопрос придет извне, неожиданно, внезапно, и это вам поможет принять решение. Теперь смотрим личную жизнь. Первая позиция для людей, которые сейчас одиноки. Но здесь я вижу женщину, которая полностью загрузила себя работой. Знаете, вот по полной катушке, по полной программе. Кто-то вот на даче ковыряется, не поднимая головы. Кто-то в этом ремонте, знаете, вот ремонт и больше ничего. Карты здесь показывают женщину, которая взвалила на себя кучу работы, кучу проблем. Кто-то в ремонте, кто-то на даче, кто-то в работе так застрял, что вот взвалили на себя все, что можно и нельзя. И какие тут личные отношения? Никакой личной жизни. Но самое интересное, знаете что? Вот карты показывают, что в этот период у вас есть возможность решить свою личную жизнь. Вот не копаться в этой своей рутине, в своих проблемах бытовых или рабочих, а заняться собой, своей личной жизнью. Потому что в данный момент у вас есть все возможности ее устроить. Вот не прозевайте этот момент, потому что это так
редко бывает, и вам предоставляется такой шанс. Возьмите ситуацию в свои руки, для себя решите. Мне это надо. Если вам это надо, вы все сделаете. Вы и познакомитесь, встретитесь где-то со своим избранником. Не упускайте шанс. Конечно, если вам это нужно, если для вас это представляет интерес. Ну, прекрасная позиция. Так, смотрим дальше. Для тех, кто находится в браке. Так, ну что, карты показывают такую, знаете, деятельную, практичную женщину, которая старается решить все материальные и семейные проблемы. Как-то что-то улучшить. Возможно, вы тут, знаете, мужа стараетесь сподвигнуть на новую работу, более высокооплачиваемую. Возможно, хотите какое-то имущество сдать или выгодно продать, какие-то деньги куда-то вложить. В общем, приумножить свои такие вот блага материальные. А он что-то тут иногда с вами даже и не согласен, отстаивает свое. Говорит, знаешь, тут что-то вот неправильно, что-то не по закону, вот это нехорошо. Ну, здесь и такая вероятность, что ваша мама или свекровь, кто-то даже вас поддержит. Знаете, вместе будете решать, давить на него, чтобы решить какую-то проблему, какую-то вашу идею новую протолкнуть. Еще как вариант, что вы вместе с мужем прорабатываете какой-то план действий, что-то вам там взбрело в голову, вот нужно сделать это и это. И вы обсуждаете, вырабатываете какую-то стратегию, взвешиваете за и против, каждый свои доводы приводит. В общем, обсуждайте, как сделать это дело лучше. Такие вот конструктивные, скажем, у вас отношения. Но, в принципе, знаете, все во благо семьи. Как бы то ни было, ну, где-то вы поспорите, конечно, не без этого, но все равно решите все очень даже положительно. Ну, все на благо семьи, да. Замечательно. Так, следующую позицию смотрим. Для людей, которые находятся в паре, но не в официальном браке. Знаете, карта здесь показывает как вариант. Вот вы работали над этими отношениями, строили их, вкладывались, и вот сейчас такой результат замечательный. То, к чему вы стремились. Отличные отношения, полное взаимопонимание, вы счастливы вместе. У кого-то, наоборот, ситуация проигрывается. Смотрите, какого-то, может быть, поклонника вы отталкивали, отвергали. Но он, знаете, не сдавался. Такой настойчивый парень, мужчина, сказал, сделал. И вот он не отступился от вас. Теперь как бы вы согласились в эти отношения войти. И, знаете, сейчас поняли, что зря-то вы это делали, зря его не принимали, потому что, оказывается, все очень здорово, и вам вместе хорошо. У вас отношения будут довольно продолжительные. Вы знаете, вот не такие скоротечные. Сегодня здесь, завтра там. Нет, у вас это будет довольно продолжительный период. А там уже время покажет. Так далеко мы не заглядываем. Так, следующая колода нам покажет работу. Первый вариант для тех людей, кто ее ищет. В поисках работы находится. Но здесь перед нами человек, который где-то уже отучился, закончил, возможно, институт, университет, колледж, может, какие-то курсы, может, сами развивались, работали над собой, готовились к какой-то профессии. И вот теперь у вас такой хороший шанс. Вас, возможно, кто-то куда-то рекомендовал, дал хорошую характеристику, и вы получаете хорошую работу, даже, возможно, должность. Еще как вариант, здесь также человек, который уже, знаете, отучился, выучился, такой вот дока, идет искать работу сам, без всякой помощи. И все равно вы добиваетесь хорошей работы. В любом случае вы ее получаете. И вот знаете, в обоих случаях у вас личная жизнь будет отходить на второй план. По крайней мере, вот этот период, что мы смотрим, май,
Личная жизнь будет где-то там немножко в стороне. В первую очередь на первом плане будет работа, карьера. Будете весь там, вкладываться туда. Но иногда приходится чем-то немного жертвовать. Так, следующая позиция для тех, кто имеет работу. Ну что, здесь происходит такая ситуация у кого-то. Какой-то конфликт на работе. Может, под горячую руку попали с начальством. Может, с клиентом что-то там не поладили, повздорили. Или не успели сделать какую-то работу вовремя или в полном объеме. И вот приходится получать за это. Ну, знаете, эти все рабочие такие моменты, все естественно, все так обыденно, и для вас это не последует никаких плохих последствий. Ну, было и было. Поругали и поругали. Будете также продолжать работу, и никакого печального события не произойдет в будущем. Еще как вариант, вы своему руководству предлагаете какой-то, возможно, новый метод работы, новый план работы, какой-то проект. Ну, вас не слышат, не можете достучаться. Да знаете, здесь карты вам подсказывают, не останавливайтесь, продолжайте настаивать, донесите информацию до руководства, и впоследствии это даст хороший результат. Возможно, даже продвижение по службе. Самое главное, не сдавайтесь, потому что ваша идея будет достойна внимания. Понравится, и вы будете вознаграждены. Ну что ж, тоже хорошие карты. Дальше смотрим на бизнес. Но здесь, конечно, все так непросто. Сложно, тяжело, да. Приходится принимать какие-то решения, которые вы раньше никогда не принимали. Действовать так, как никогда не действовали. Искать какие-то новые возможности в чем-то. Знаете, может, какой-то новый вид деятельности, какую-то информацию, которую можете применить в работе и разыскиваете. В общем, не стоите на месте, что-то делаете, двигаетесь. Знаете, это даст хороший результат. Сложно, конечно, тяжело сейчас это все, но в дальнейшем скажете спасибо своему упорству, что вы не опустили руки и двигались вперед. Ну что ж, следующую, последнюю позицию посмотрим, финансы. Так, для кого-то здесь ситуация, разбирательства судебные, возможно, какие-то иски. Это все у вас продолжается. Если вы ждали какой-то результат, окончательное решение, нет, будет еще процесс, будет еще что-то у вас, какая-то ситуация, которую вы не учли. И дело будет отложено. Вам придется еще обращаться, возможно, к свидетелям, возможно, к адвокатам. И знаете, такое впечатление, что у вас где-то идет слив информации. Кто-то вам мешает и за вашей спиной какие-то козни строит. И человек, которому вы как бы доверяете. Присмотритесь, кто же это у вас там крысятничает. Еще как вариант. Кто-то будет обращаться, возможно, за финансовой помощью. Вот если вам положены какие-то выплаты, какие-то компенсации, вы их получите. Вот те, кто будет обращаться в банк за кредитом, большая вероятность, что вам откажут по какой-то причине. Но ничего, не один банк, можно еще в другой сходить. Правильно? Так, еще как вариант, на бытовом уровне. Возможно, вы кого-то попросите о помощи финансовой, может быть, э, помочь чем-то физически, и человек вам пообещает, но помочь не сможет. Знаете, но здесь тоже, как бы, знаете, такая двойственная ситуация. Кто-то вот вас просто обманет, не поможет, а кто-то просто вынужден будет отказать вам, потому что физически не сможет это сделать. И вот здесь как бы не ошибиться и не обидеть человека, не обвинить, что он вот не смог вам помочь. Ну вот таким был прогноз для знака Водолея. Пишите ваши комментарии, возможно, кому-то они проиграются, в чем-то срезонируют. Мне будет очень интересно почитать. И до новых встреч!